Это ноги. А без ног можно? Звук здесь отключите. Раз, два, три. Все. Далеко, да? То есть ноги будут видны, ноги некрасиво, да? Поделать. Как не поделаешь? Надо еще звук отключить в телефоне. Так, я сначала несколько слов приветствий скажу, да? Потом меня убрать, презентация, потом, когда в конце, да, я передаю слово, да? И вот у нас первый кто идет? Я забыла распечатать, кто у нас по плану идет. Сергей Иванович, потом Елена Ивановна. Мы можем в центре выступающий, например, немножко на сторону, ноутбук по центру поставить. Раз. Коллеги, выключите видео, у вас видео включено. Да. Мы проверяем. Все нормально. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы с вами приступаем к нашему вебинару. И вначале хотелось бы сказать, что поступивший вопрос о стране и о городе, для того, чтобы правильно отразилось и корректно это было, необходимо на ProofMe зарегистрироваться, указать страну и город. И тогда ваши данные, которые будут высвечиваться, будут соответствовать действительности. Давайте мы с вами приступим уже к нашему вебинару. И хотелось бы обратить внимание, что мы с вами сегодня встретились по вопросу обобщения опыта технологического лицея в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Когда мы говорим о современной экономике, то большое внимание сейчас уделяется техническим профессиям, связанным с промышленным производством. Переосмысливаются задачи специалистов, которые предстоит работать на умных заводах и проводить различные научные исследования. И поэтому перед школой стоит большая возможность организовать свою рочную и внерочную деятельность в рамках современной деятельностно ориентированной и практикоориентированной образовательной среды. И, соответственно, перед нами стояла большая цель нашего проекта – это повышение уровня сформированности цифровых компетенций инженерного мышления, учащихся в рамках образовательной системы «Школа инженеров будущего». Перед нами стояли задачи – это обобщить и распространить передовой опыт преподавания математики и информатики, обобщить распространение лучшей практики организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. Мы ставили также задачу повысить квалификационный уровень педагогов и совершенствование цифровой образовательной среды, которая способствует развитию цифровых компетенций и инженерного мышления наших учащихся. Ну и, соответственно, мы никак не можем пойти такую задачу, как совершенствование материально-технической и учебной базы. Соответственно, ставя перед собой эти задачи, мы выделили следующие направления. Первым направлением является реализация программы обучения учащихся лицея по математике, информатике, ИКТ и технологии. И, соответственно, на всем уровне обучения основного общего образования выделяются две крупные дидактические линии – информационно-коммуникационные технологии и программирование. А на уровне среднего общего образования добавляется третья дидактическая линия – дополнительные главы информатики. Следующее направление – это направление ориентировано на подготовку и участие учащихся лицея в конкурсах регионального и всероссийского уровня по математике и информатике. Программа, которая у нас реализует это направление, в лицее существует давно и называется «Путь к успеху». Третье направление, которое реализуем, это учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся, направленных на развитие цифровых компетенций инженерного мышления. Для учащихся 8 классов у нас идут дополнительная общеобразовательная программа «Учись учиться» для 9 классов, программа «Навыки успеха», а в 10 классе изучается целый предмет «Индивидуальный проект».
Четвертое направление, которое мы реализуем в рамках проекта, это реализация дополнительной общеобразовательной программы «Образовательная робототехника». С 2015 года в лицее реализуется программа, которая охватывает достаточно большое количество учащихся, и позволяет это наш парк техники. Пятое направление – это организация внеурочной деятельности, которая играет большую роль. Внеурочная деятельность затрагивает предметы математика, информатика, технология. Она направлена на формирование цифровых компетенций и инженерного мышления. И шестое направление, которое мы реализуем, и оно у нас тоже давно существует, это организация профильной смены детского оздоровительного лагеря «Эврика». Таким образом, сегодня вам будет представлено несколько докладов. Следующий, да? Выступление. То есть первая задача, когда мы говорим о обучении по математике, физике, информатике, выступление, и наши учителя представят информацию, как использовать интерактивную физику и интерактивную геометрию. Следующее направление – это проектно-исследовательская деятельность, это робототехника, будет представлена в информатике Натальей Вальтеровной. Следующее направление, когда мы говорим об обучении, это у нас дистанционный блок, который познакомит Александр Сергеевич. Способы взаимодействия на дистанционном обучении продолжит Тамара Валерьевна. И о воспитательной деятельности нашей лицеи ознакомит Анастасия Александровна. Я передаю слово Сергею Ивановичу. Добрый день. Меня зовут Сергей Иванович Алешин. Я являюсь преподавателем физики технологического лицея. 2 года назад наш лицей приобрел такой электронно-образовательный ресурс, как интеллектуальная школа. И мы начали его опробовать. Ну, 2 года, наверное, небольшой срок, тем более с перерывом, но какие-то положительные моменты в этой программе я для себя взял в работу и применяю на различных уроках. Значит, что из себя представляет данная программа? Значит, если взять, вот, посмотрите, здесь предметы различные, в принципе, существуют программы, наверное, по различным предметам. У нас пока есть только математика и физика. Значит, персонально каждый ученик, получив на компьютере, а у нас есть переносной компьютерный класс, получив вот данную программу, он может зарегистрироваться, например, вот здесь. Да, код регистрации и работать как в группе, ну, например, вдвоем могут зарегистрироваться, так индивидуально. Вот я зарегистрировался. Пожалуйста. Значит, дальше у нас есть и 8, и 7-9, и 10-11 класс. Значит, если посмотреть, значит, 7-9 класс, то мы можем в различных темах найти различные возможности. Ну, например, взять и посмотреть вот 3-ю тему. Я просто для примера некоторые темы взял. 3-ю тему, вот, ну, допустим, вторую тему гравитация, закон всемирного тяготения и, например, опрос по теме закон всемирного тяготения. Вот представлено. Этот опрос можно проводить как индивидуально, так и фронтально. В начале урока, например, как мы любим. Я иногда делаю вот такое соревнование, да, 2 человека у меня отвечают подряд на вопросы. Ну вот, например, чтобы сила тяжести уменьшилась в 4 раза, там ученик берет вот это яблочко на интерактивной доске, ставит сюда и получает неверный ответ. Рассмотрите, вот здесь ему дается пояснение, каким образом этот ответ исправить. Да? Вот второй ученик, который у него соперник, может этот ответ получить, допустим, так. Да? Вот, ответ правильный. Вот такого рода, да, есть работа. Дальше есть работа у нас, связанная, например, с переводом единиц. То есть практически все навыки можно проверить, либо, наоборот, еще приобрести. Вот если с переводом единиц, опять можно посмотреть, так, 3.1.9, да, программа, вот первая, да, 3.1 – это тема, и 9 номер – это у нас, получается, ну, с математиком это знакомо, да, ну, здесь можно переводить единицы различные. Видите, даются граммы, килограммы, и таким образом мы с вами можем отработать перевод единиц измерения, что, как знают учителя физики, наверное, математики тоже, довольно большая проблема. Вот. Можно использовать данную программу
фронтально. Для этого здесь существуют модели, интерактивные модели, которые очень наглядно демонстрируют те вещи, которые мы, в принципе, довольно проблематично нам продемонстрировать в реальности. Мне очень нравятся некоторые модели, сейчас я вам парочку предложу. Вот одна из моих полюбившихся моделей, это вот мы заходим в 10 класс и берем тему электромагнитные колебания и волны. Вот. Если взять, так, вот базовый уровень, и здесь прямо настроен урок, есть где-то урок, например, колебательный контур. Вот. То есть здесь есть в модели в течение урока, зачитывая лекцию, я могу это все демонстрировать. Вот. То есть, например, вот электрический ток, движение электрического тока могу демонстрировать, да, в одном и другом направлении. Вот. Дальше я все это быстро прокручу. Например, можно демонстрировать аналогию колебаний электромагнитных и механических. Можно начертить графики колебаний. Вот, допустим, график заряда, да, это вот математикам тоже связь наук, да, у нас. Итак, вот таким образом ведет себя заряд. И таким образом можно весь урок продемонстрировать, все единицы разобрать величины, которые периодически меняются. Вот здесь сила тока. Дальше у нас идет энергия. Вот. Можете посмотреть, очень интересно на самом деле и показательно, и наглядно, как ведет себя энергия, математические модели, физическая слева модель, да, переход полей, ну и так далее. Да. Для урока физики очень большая помощь, ничего не надо рисовать на доске и на пальцах объяснять. Все тут визуально очень хорошо видно. Ну, еще можно показать модель, тоже достаточно интересная, ну, более простая, наверное, модель баллистического маятника. Ну, тема 5.2.11, вот, законы сохранения, это тема 5, импульс, тема 2 и 11 номер документа. То есть, если детям это все показать, они самостоятельно могут это найти. Ну, например, модель, так, 5.2.4 могу. Вот у нас первая. Так, не могу попасть, вот все. 5.2.1. Вот, например, здесь демонстрация импульса в принципе и неупругого удара. Ну, допустим, массу маленькую поставили, скорость маленькая, справа идет угол. Запускаем модель, получаем результат справа отклонение на какой-то угол. Если взять, поменять, допустим, взять большую скорость, большую массу, взаимодействие будет, угол будет отклонение больше. Ну вот подобных моделей достаточно много. Вот. То есть фронтально тоже можно применять данную программу, да, во время урока на интерактивной доске. Кроме того, можно для самостоятельной работы, вот если посмотреть в конец каждого, значит, раздела, то можно увидеть тесты. Тест для самопроверки, например. Да? Вот посмотрите, индивидуально можно этот тест давать. Вот, например, тут довольно много вопросов. Есть там, где вопросов меньше. Ну, примерно так это работает. Вот, какие из приведенных ниже величин являются векторными. Вот, мы понимаем, вот здесь, видите, написано, выберите один или несколько ответов. Дети выбирают, там, правильные или неправильные. Вот, готово, ответ правильный. И переходит к следующему вопросу. Вот, если ребенок там сдает зачет или получает оценку каким-то другим образом, можно персонально его посадить отдельно за компьютер. У нас имеются компьютерные классы, в которых можно это все продемонстрировать. Аналогично индивидуальную работу таким образом можно организовать. Вот оно, видите, безошибочно выполнено 8% заданий, и ставит она автоматически оценку. Вот я сейчас получил единицу. Ребенок радуется и переделывает на 5. Вот. Ну, понятно, что я один вопрос, да, ответил. Вот у меня ставит сразу автоматически оценку. Если учитель каким-то образом, ну, не смог проконтролировать это все, то есть регистрация, куда я могу войти под его фамилией, именем и, в общем,
посмотреть, какую оценку он за данную работу получил. Мой опыт, вот я попробовал разные варианты использования данной программы. Мой опыт показал, что лучше всего она работает, когда группа детей, то есть вдвоем они работают. Вот. И самим им более интересно, потому что один ребенок начинает теряться. Я пришел к тому, что групповая работа. Использую это не каждый день, естественно, ну, где-то в неделю, может быть, один раз, если углубленный у меня класс 10, да, если младшие классы, то использую пореже, там, скажем, 2 раза в месяц, либо по окончании темы, либо, наоборот, ее в начале. Если фронтально, использую практически на каждом уроке, благо такая возможность имеется. Вот. Конечно, очень много тут всего разного, я каждый раз узнаю новое, и что-то остается, что-то мне нравится, что-то не нравится, но, в принципе, со временем набирается какой-то уже дидактический материал, который я использую в своей повседневной работе. Спасибо за внимание. Вопросы. А где вопросы? Я вижу вопросы. Так, город Уктал, где-то. Сколько раз у вас вылетала лицензия за год? Лицензия у нас вылетала за год на одних и тех же компьютерах, ну, несколько раз, но она Александром Сергеевичем возвращается в считанные минуты. Да, Александр Сергеевич? Не совсем. Не совсем в считанные минуты, в считанные полчаса. То есть мы делаем запрос. Вот, да, значит, да, Александр Сергеевич, наш учитель информатики, он контролирует этот процесс. Как это выглядит? Мы отправляем запрос в Пермь. Отправляется запрос в Пермь, и сразу это все. Мы говорим, сколько у нас лицензий, какие именно. То есть им нужно выслать ключи, какие у нас вылетели, и они присылают новую активацию. То есть мы можем эти же ключи повторно активировать. Да, вот вопрос такой, на каком сайте можно это самостоятельно изучить? Это нельзя самостоятельно изучить. Можно позвонить в Пермь, у них... Да, есть... Это пермская программа, она лицензионная, вот, мы платим за нее денежку. Вот, поэтому для того, чтобы самостоятельно эту программу себе установить, я не знаю, есть ли у них такая услуга, но если у вас есть желание, я смотрю, это наши родители задают вопрос. Стоит 1300 рублей лицензия. Да, 1300 рублей стоит, и они каждому индивидуально могут выдать, да? На год 1300 рублей. Вот, да. Вполне. Значит, это можно сделать. Так, все, да, тут нет больше вопросов. Ничего не пропустил? Угу. Все, да? Это я могу переключать? Да. Угу. Дальше мы что делаем? Так, дальше у нас бывает Елена Ивановна. Так, у меня презентация. Без презентации начнем, да? Мы меняемся? С презентации начнем. Елена Ивановна. Так. Презентация? Да, у меня презентация. Ага, все, я здесь могу, да, ее управлять. Так, всем добрый день. Значит, мое сообщение будет в продолжение сообщения Сергея Ивановича. В принципе, мы также работаем с данным продуктом, с продуктом интеллектуальной школы. Это интерактивная геометрия. Ну, наверное, может быть, я что-то продублирую, но давайте повторим, да? Внизу стрелочка. Еще бы попасть. Давайте, листайте. Итак, интеллектуальная школа представляет инновационные, интерактивные, визуально обучающие материалы. И как мы идем дальше, видим, что в главном меню расположены все интерактивные материалы по различным предметам. Значит, если у вас есть желание, вы можете приобрести любой предмет и работать с данным материалом на уроках. Значит, мы также помимо физики приобрели еще геометрию, потому что геометрия довольно-таки сложно осваивается детьми, и чтобы это было более визуально, более понятно, мы приобрели вот такую интересную программу. Дальше идем. Итак, значит, я хочу вам показать, из чего данная программа состоит. Значит, геометрия с 7 по 11 класс. И если смотреть содержание,
каждого класса, то мы видим, что практически все материалы, все темы здесь отображены. Конечно, если вы работаете по учебникам Погорелова и Атанасяна, то это вообще идеальный вариант. Если же вы работаете по учебникам Мерзляка и второго забыла, к сожалению, вот, то, к сожалению, здесь нужно будет некоторые темы либо переставлять, либо переделывать в плане решения, ну и так далее. Но вот для Атанасяна и Погорелова это вообще идеальный вариант, как для отработки знаний и умений. Идем дальше. 8 класс, также мы видим все его темы, 9 класс, 10 и 11. Что хочу сказать насчет 10 и 11 класса. Данная программа очень интересно показывает пространственное изображение всех многогранников, что довольно-таки облегчает понимание детей нужного материала. Ну и более подробно, из чего состоит данная программа, мы с вами посмотрим на примере, ну, допустим, 8 класса. Как и вам говорил Сергей Иванович, данная программа состоит из интерактивных демонстраций, из различных анимаций и тестовых заданий, которые позволяют отработать определенные знания и умения. Чем интересна интерактивная демонстрация? То есть в интерактивном режиме ребенку доказывается, показывается та или иная теорема, либо свойства фигуры. В анимации мы можем и не исправлять, а изменять некоторые величины, и увидеть зависимость, как будет изменяться другая величина. Допустим, здесь это очень удобно при изучении темы площадь. Следующий момент, давайте посмотрим дальше. Вот здесь, допустим, вот та самая анимационная презентация теоремы. То есть здесь поэтапно, все последовательно, согласно рисунку, выкладываются все по чередке фразы, скажем так, ключевые, и ведется доказательство теоремы. Ребенок может просмотреть в любом для себя удобном режиме, медленно, средне, либо очень быстро. Дальше идем. И здесь вот самый такой интересный момент, что данная программа будет удобна тем, что мы можем это использовать на, в принципе, любом уроке. Мы можем это использовать как на самом первом уроке, то есть мы можем с вами доказать теорему. Мы можем это использовать и на последующих уроках в качестве контроля. И вот здесь я представила вам одно из таких заданий, то есть ребята должны сложить доказательства той или иной теоремы. То есть внизу имеется набор фраз, и они должны в правильной логической последовательности расставить все рассуждения, чтобы теорема была верна. Следующий тип заданий, который мы увидим с вами, это решение задач на отработку базовых свойств, определений и тому подобное. То есть ребята вводят, у них есть подсказки, но и, как отмечал Сергей Иванович, используя подсказки, соответственно, оценка будет немножко ниже. И по выполнению программы мы видим оценку каждого ученика, и, в принципе, можно ее перенести в журнал. Следующий тип заданий также имеется интерактивно. Вот есть задачи на построение. В данном случае я взяла, используя теорему Фалеса, деление отрезка на некоторые равные части. Здесь представлен инструмент циркуль, отрезок, контрольно-вспомогательные точки. И, в принципе, если ребенок выполняет это самостоятельно, выставляется оценка «отлично». Если мы в чем-то затрудняемся, то вот волшебный пальчик в верхнем правом углу вам будет выдавать подсказки пошагового выполнения. То есть здесь, в принципе, все это реально, как бы сказать, все это сделать. Следующий тип заданий, что у меня там еще есть, вот такая интересная вещь. Это можно сделать на контроле знаний, то есть воспроизведение доказательства, то есть ставка элементов доказательства той или иной теоремы. Также имеются подсказки, и с использованием подсказок можно, соответственно, оценка снижается. Да, можно, конечно, все сделать идеально. Следующий вид. Ага, вот я здесь хотела показать тем, как отображаются оценки после выполнения того или иного блока. Так, вот здесь есть 5 или 3,6. Для того, чтобы увидеть, допустим, вечером проверить данную программу, даже журнал, то, соответственно, дети перед выполнением задания, они регистрируются, и затем учитель видит их на определенном сайте, все их достижения. Дальше идем.
Разработчиками данной программы является издательство Институт инновационных технологий, это город Пермь. Как сказал Сергей Иванович, данный программный продукт лицензионный и имеет определенную оплату, но, в принципе, это все приемлемо. Ну, я жду ваших вопросов. Ресурс платный, да, к сожалению, платный. Еще выше. Какие классы? В каких классах, как вам кажется, материалы разработаны более полно и интересно на уроках, и сколько времени на работу с ресурсами вы отводите на уроки? Но, в принципе, наиболее полно разработаны, я так скажу, наверное, на любом курсе, на любом классе, и 7, и 8, и 9, и 10, и 11. Единственное, что вот наши ребята, как бы расширенный курс геометрии, и мы много чего, много знаем, поэтому эти материалы довольно-таки для нас просты, но для отработки вот базовых знаний и умений это вообще идеально. Сколько затрагиваем времени на работу? Ну, то есть в зависимости от темы и в зависимости от количества задач. Ну, это где-то примерно 10-15 минут максимум. Да, и ресурс платный. Еще вопросы есть? Если нет, то большое спасибо. Угу. Так, я могу попробовать? Добрый день, уважаемые коллеги. Представляю вашему вниманию обзор проектной и исследовательской деятельности, которая практикуется в технологическом лицее. Данные виды деятельности мы практикуем уже достаточно много лет и определенный практический опыт наработали. Вот, но, однако, обо всем по порядку. Так, успешность образовательного процесса, как, впрочем, и любого другого, конечно же, зависит от заинтересованности сторон. На наш взгляд, проектная и исследовательская деятельность – это как раз тот самый мощный механизм, который позволяет поддерживать интерес ребенка к образовательному процессу в целом, но еще и постоянно его как бы подстегивает, так как ребенок здесь получает, во-первых, новые сведения, новые знания по предмету, который ему интересен, по теме, в котором ему комфортно и интересно. Здесь, на наш взгляд, присутствует еще и целый спектр развивающих моментов. Так, ну прежде всего это получение навыков проектирования и исследований, то есть сбор и анализ информации, статистическая обработка данных, выдвижение гипотезы, собственно, подтверждение или опровержение этих гипотез. Это на первом этапе. На втором этапе, когда ребенок формирует уже отчет о своем проекте или исследовании, то, конечно же, здесь совершенствуются навыки построения научной документации. Ну и, наконец, на третьем этапе, когда ребенок защищает свою работу, представляет результаты исследования или проекта, конечно же, закрепляются навыки публичных выступлений, что, на наш взгляд, это очень полезно, в принципе, как и в последующем образовательной деятельности ребенка уже за пределами лицея, так и, в общем-то, в профессиональной деятельности. В нашем лицее таким формам работы с учащимися уделяется достаточно много времени, и первые навыки проектирования практически все дети получают еще в урочной форме. Это когда перед детьми ставится мини-задача, и затем требуется к концу урока сформировать либо отчет, либо, если говорить про информатику, а я как раз преподаю информатику, некий электронный небольшой ресурс. Значит, на уроках информатики это ребусы, это кроссворды, это всевозможные тестеры, макеты печатной продукции, сайты, ну и так далее. Следующий этап это уже полноценный проект со всем набором обязательных составляющих. В зависимости от выбранной темы и от ожидаемого объема работы в нашем лицее практикуются следующие виды проектов и исследований. В 8 классе это либо индивидуальные проекты, либо изыскания в малых группах, 2-3 человека. В 9 классе, вот уже второй год, наши лицеисты занимаются только индивидуальными проектами согласно
современным образовательным стандартам. А лицеисты 10 классов занимаются учебными исследованиями, защита которых в соответствии с локальным положением лицея вот до прошлого года еще являлась частью зимней сессии. А в этом году, опять же, в соответствии с обновленными ФГОС, мы ввели в учебный план лицея предмет «Индивидуальный проект», который рассчитан на 2 учебных года. И первые результаты здесь нас только еще ожидают. Темы проектов и исследований дети, как правило, выбирают вместе либо сами, либо со своими научными руководителями. И вот некоторые из этих тем вы видите как раз на слайде. Как видите, спектр тем достаточно широк и охватывает практически все предметные учебные дисциплины. Тоже уже достаточно давняя традиция нашего лицея, точнее, с 2001 года в нашем лицее каждую весну проходит научно-практическая конференция «Развитие творческих начал в учении». На этой конференции дети демонстрируют результаты своих проектов, значит, результаты своих исследований, представляют свои работы. Кроме того, наши дети ежегодно выходят и на форумы других уровней этой города, это и республика, и всероссийские, таких как «Первые шаги», «Старт в науку», Межвузовская студенческая конференция, ну и другие. Таков общий регламент данного образовательного направления в нашем лицее. Подробнее, конечно, остановлюсь на своем любимом предмете, на информатике. Уже не одно десятилетие информатика остается привлекательной для детей, но в силу того, что, наверное, она очень стремительно развивается, одна из самых молодых как наук, так и образовательных дисциплин, и в ней довольно эффективно сочетаются достижения физики, математики, химии, биологии, а те способы представления цифры на сегодня, которые уже разработаны, это, конечно, завораживает многих, и дети с удовольствием этим занимаются. Все вышеупомянутые формы работы, я имею в виду урочную, индивидуальную, групповую, я практикую, и таким образом охватываю все 100% своих учеников. И при этом я считаю, что происходит персонифицированный подход к каждому ребенку. Так, работы, над которыми трудятся мои ученики, ну, собственно, точнее, виды работ, вы тоже видите на слайде, это компилятивные работы, которые требуют четкого знания компьютерных систем, когда необходимо анализировать информационные технологии и, собственно, уметь определять самые эффективные из них. Следующее – это работа в области программирования. Здесь дети исследуют технологии построения новых программ, точнее, уже готовых комплексов к использованию. Кроме того, в последние годы стало как-то удивительно для меня, что дети стали очень часто выбирать исследования в области инструмента программирования. Они с интересом изучают различные языки, сравнивают, анализируют их, выбирают, опять же, эффективные. Следующий вид работы – это, конечно же, всевозможные информационные ресурсы. Это, конечно, самое популярное, это очевидно, потому что здесь, наверное, результат быстрее всего достигается, он наиболее ярок и интересен. Это сайт, это мультимедийные комплексы, анимированные программы, все то, о чем, в общем, было уже сказано раньше. Ну и последнее, это тоже последние лет 5, это робототехнические комплексы, тоже довольно популярны у детей. Здесь требуется умение моделировать и программировать. При выборе темы проекта или исследования я всегда исхожу из желания ученика. Я абсолютно убеждена, что если работать интересно, то результат будет максимально качественным. Я всегда даю своим ученикам время на осмысление выбранной темы и возможность, чтобы они оценили возможности реализации своей задумки. Это как и наличие оборудования, и программ, и времени на реализацию проекта. Поэтому глобальные фантазии, с которыми иногда приходят ко мне мои ученики, они сами же сужают до вполне себе обозримых результатов. Кроме того, в исследовании предмета информатика есть еще такая особенность. Если мы говорим о проектах прикладного характера, то чаще всего содержательная часть здесь заимствуется из других предметных дисциплин. Это физика, это химия, математика, география, биология. Вот. И таким образом мы получаем бинарные исследования, что, на мой взгляд, добавляет привлекательности к работе. Я порой предлагаю своим ученикам подойти к учителям, поинтересоваться, не нужны ли какие-нибудь ресурсы учителям для уроков. Именно тогда, кстати, рождаются бинарные работы, а в этой ситуации второй учитель, как правило, выступает заказчиком и, собственно, определяет содержательную часть программы тестера или видеоролика. Так, на следующем слайде вы видите некоторые темы последних лет.
реализованные моими учениками. Вот. Здесь только буктрейлер – это прикладной проект. Все остальное – это, конечно, информатика и робототехника в общем чистом виде. Вот. Я приготовила несколько работ, которые я хотела бы вам продемонстрировать сейчас. Могу здесь показать? Так. Угу. Так. Это, конечно, будут прикладные работы. Так. Значит, вот работа, которую можно как бы и назвать, в общем-то, и бинарной, но сделана она была по моему заказу как учителя информатики. В частности, проект был выполнен 11-классникам для уроков в 8 классе, когда дети знакомятся только с устройством компьютера. И, собственно, здесь... Так, секундочку. Так, здесь в базе данных представлена, может быть, уже не совсем современная техника, потому что работе это несколько лет уже. Вот, но работа достаточно интересна сама по себе, по содержанию. Вполне себе достаточно описывает состояние компьютера, то, что нужно знать восьмиклассникам. Вот. И кроме того, что я могу использовать эту работу во время уроков, я могу предложить ее детям еще и в консультативное время, когда кто-то болел, отсутствовал. Эта работа может быть выложена на сайте дистанционного обучения лицея, то есть, собственно, активно использоваться где-нибудь в другом месте. Так, еще один проект, тоже бинарного характера. Я бы сегодня хотела продемонстрировать. Это проект, выполненный по заказу учителя МХК. К сожалению, я не знаю, скорее всего, вы не услышите того, что еще и сопровождает эти картины. В частности, здесь еще и музыкальное сопровождение, которое позволяет погрузиться в мир изумительной живописи и является как бы введением в тему, а дальше уже, сейчас, секунду, вот это пройдет. Красивое введение в тему. Так. Так. Жаль, что, конечно, нет звука, потому что совершенно другое впечатление, когда мы слышим все это. И далее уже в самой работе на уроке учитель может обратиться к творчеству того или иного художника, рассказать об этом художнике, использовать материал опять также и в дистанционных наших ресурсах, собственно говоря. Так, посмотреть, вот все это можно почитать, можно найти кого-то из данных творцов. Вот. Ну, в общем, вот такая работа. И еще у меня, конечно, была еще одна работа, заготовлен сайт, но тоже он со звуком, не знаю, показывайте. Как думаете, коллеги? Сайт, он, в общем-то, этот сайт, сейчас, где у нас, так... Он не является заказом учителя. Ученица выполняла этот сайт, собственно, о своей любимой исполнительнице. Здесь мы видим историю ее любимой исполнительницы. Работа выполнена вся на английском языке. То есть, собственно, я предлагала девочке показать работу учителю английского языка, возможно, где-то это еще использовать, но, видимо, там не получилось. И вот здесь в разделе «Галерея», как раз, точнее, альбома исполнителя, можно послушать. Тут есть практически полностью содержание этого альбома, полностью сформирована галерея фотографическая. Ну, в общем, здесь понятно, что девочка изучала такую структуру упорядочения информации, которая называется фреймовая структура. По ходу дела выясняла, каким образом можно размещать на своем сайте разного рода, разного вида информацию. Так, ну и... Так, секундочку. Нет. Нет, я закрыть хочу. Так, извините, секундочку. Так, секундочку. Так, ну и в завершении.
В завершение я хочу сказать еще из своих наблюдений. Я считаю, что ученик, который прошел через исследование, через проектирование, он как-то иначе уже смотрит на обучение, на предмет, на науку в целом. И, на мой взгляд, здесь включаются уже технологии самообразования, а значит, цель достигнута. В общем, для того-то мы и занимаемся проектированиями и исследованиями. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Так, расскажите, пожалуйста, с какими сложностями сталкиваетесь при подготовке, оттуда черпать идеи к проектам? Глобальных сложностей я никаких в этом деле не вижу. Вот. Сложности могут быть только исключительно, если... Это такие мелкие, небольшие проблемы, когда не вовремя выполняются работы или, собственно говоря, ребенок откладывает на последний момент, как это часто бывает. В общем-то, китайский язык за одну ночь – это тоже для нас знакомо. Откуда черпать идеи? Ну, собственно, идеи к проектам мы черпаем из потребностей ребенка, как, в общем, я об этом уже сказала. То есть, когда ко мне приходит тот или иной ребенок в преддверии проектирования или исследования, я спрашиваю, что ты хочешь для себя узнать? Это, во-первых. Во-вторых, зачем тебе это надо? И, собственно, здесь в беседе рождаются очень интересные темы, очень интересные задумки, глобальные вещи иногда. Вот я, как уже сказала, приходила тут в этом году девочка одна, которая сказала, я хочу сделать искусственную руку. Я говорю, зачем мы ее будем делать? И что это будет? Это будет повторение известных протезов, экзоскелет, что ты хочешь. В общем, она ходила, думала дня 3, потом сказала, нет, мы будем делать другой проект. Теперь она делает, все-таки занимается робототехникой, и сейчас она делает умную машину, которая, ну, грубо говоря, по свистку будет приезжать к хозяину и привозить необходимые предметы. Что из этого выйдет, посмотрим. На самом деле защита еще только в феврале. Вот как-то так. Еще, пожалуйста, вопросы? Нет вопросов? Спасибо. Всем добрый день. Меня зовут Некрасов Александр Сергеевич. Я вам расскажу о платформе Moodle. Так. О платформе Moodle у меня уже было выступление, поэтому сейчас я вам ее уже покажу, продемонстрирую. Вот. Мы занимаемся с дистанционным обучением на этой платформе уже с 2010 года. Вот. У нас большая наработка различных ресурсов, курсов. Вот. Соответственно, дети посещают эти курсы, если не могут, например, присутствовать на уроке, вот. Либо выполнять домашние задания, либо на уроке можно работать с презентацией через этот ресурс. Вот. Соответственно, для работы с ресурсами нужна авторизация. Авторизация на сайте идет через администратора ресурса. То есть ребенок регистрируется, администратор потом эту запись подтверждает. Либо может зайти гостем. Вход находится в правом верхнем углу. Вот, сейчас я уже здесь авторизован. Дальше. После авторизации мы видим категории курсов, которые доступны ребенку. Я покажу вам раздел «Информатика». Вот, соответственно, здесь у нас около 40 курсов, даже немножечко больше. Вот. Кому-то из учителей мы здесь разрешали тоже свои курсы создавать, вот, не из нашего технологического лицея, чтобы они тоже могли заниматься с детьми. Вот, вот так выглядят разделы. То есть здесь набрано большое количество курсов. Давайте какой-нибудь из них откроем. Ну, последний мною созданный курс «Язык программирования Python». Немножко, конечно, не до конца создан, но в целом нужно посмотреть, из чего он состоит. Он состоит из тем. Ну, вот в каждой теме есть группа заданий, которые можно выполнить. Вот. Чтобы редактировать тот или иной раздел, соответственно, для администраторов есть режим редактирования. То есть можно добавить новый ресурс в тему. Вот, например, добавить элемент или ресурс. Давайте посмотрим, сколько здесь всевозможных ресурсов.
Чаще всего я использую создание веб-странички. На веб-страничке можно разместить текстовый, графический, мультимедиа материал, вот, форму Google разместить или видео с YouTube залить, вот, чтобы меньше места занимало на сайте. Сайт находится в поддомене, то есть у нас адрес сайта thl.paslab.info. На него заходит, на главной странице находится, во время дистанционного обучения находятся ссылки на уроки для ребят. То есть 10 класс заходит, например, выбирает геометрию, алгебру, заходит по ссылке и переходит собственно, на тот курс, который подготовил учитель к этому дню. То есть на каждый день либо ссылочку нужно менять, либо учитель тоже самостоятельно эти ссылочки регулирует. Так, полезный ресурс и для самопроверки, и для проверки учителем. То есть можно сделать, чтобы выставлялась отметка после выполнения теста. Можно, чтобы отметка выставлялась вручную после проверки учителем. Также есть система отслеживания выполненных заданий вот, в виде галочек справа, вы их видите. То есть если посетил данное мероприятие, занятие, то галочка отметит это в портфолио ученика. Так, как администратор я рассказывать не буду про эту систему. В принципе, если какие-то вопросы у вас есть по системе, по работе с ней, у нас есть небольшие подсказки разработаны. Так, сейчас мы их найдем. Они также располагаются у нас общедоступным. Они также располагаются у нас на этом ресурсе. Вот. Это называется курс «Учебный курс» слушателям курса. Здесь есть краткая инструкция по работе с курсом Moodle, курс администрирования, полезные какие-то программы. Спасибо всем. Что? Продолжай. Еще 10 минут. Вот. В прошлом учебном году весной мы проводили курсы по работе. Как раз вы видите вот курс, который называется «Слушателем курса». Здесь размещаются работы тех учителей, которые этот курс проходили. Вот. То есть они создавали вместе со мной, потом еще самостоятельно, разработку какого-то некоторого урока. Вот здесь пример, как может этот урок выглядеть, сколько всевозможных здесь ресурсов сделать можно. Сейчас мы находимся в режиме редактирования, соответственно. Вот. Можем отсюда выйти, посмотреть на этот курс глазами либо слушателя курса, ученика, либо как учителя-администратора ресурса. Вот. Первый ресурс – это у нас веб-страничка. Вот так выглядит создание, не создание именно, а сама готовая веб-страничка. Дальше у нас идет презентация. Вот это загрузилась презентация. Презентации я размещаю обычно на Google диске и потом делаю ссылочку на них. Соответственно, так. Дальше так выглядит тест. Соответственно, тут 7 вопросов. Нужно дать правильный ответ. Можно отображать сразу по несколько вопросов. Вариант либо вводим ответ, либо выбираем из списка. Множественный выбор может быть. И в конце можно узнать, какие вопросы были правильные, какие неправильные.
Соответственно, так. Здесь у меня без подсказок. То есть можно сделать реализацию подсказки еще для детей. Например, после неправильного ответа сделать ему подсказку, в каком направлении нужно было мыслить. Так, что еще можно? Можно прикреплять файлы. Вот, например, прикрепленный файл. Дети его скачивают. Вот он скачался у нас, домашнее задание. Они его выполняют и прикрепляют обратно в качестве ответа в данном задании. У меня все на этом. Спасибо большое. Что я должна перенести? Саша, Добрый день всем, кто нас видит. Меня зовут Тамара Валерьевна Юркина, я учитель математики в технологическом лицее и хотела бы рассказать немного, как мы во время дистанционного обучения организовали работу, как мы уроки давали и учили детей. Понятно, что когда нам объявили о дистанционном обучении, в общем-то, все мы задумались, как это сделать наиболее успешно, чтобы охватить всех детей, чтобы дети все понимали. И сразу же в первый день у нас рухнул ГИС-ИО, потому что многие учителя загружали файлы с большим объемом, с видеороликами, с всевозможными тестами. И, в общем-то, первые 2-3 дня трудно было понять, как нужно работать. Потом все. Хорошо, что вот у нас благодаря нашему сайту дистанционного обучения мы смогли загружать вот уроки, загружали презентации, видеоуроки. В общем-то, ученики могли уже работать с нашим сайтом дистанционного обучения. Мы сделали активным расписание, то есть кнопки расписания каждого урока были активные. Нажимая на кнопку, ученик переходил по ссылке именно на тот ресурс, который приготовил учитель для урока. И, в общем, понадобилось буквально 2-3 дня, чтобы мы сориентировались и начали работать. И все было бы хорошо, но уже через неделю мы поняли, что наши физические силы истощаются, моральные силы истощаются, потому что каждый день каждый учитель проверял от 50 до 100 работ, в зависимости от того, сколько классов у учителя. Стали звонить родители, потому что дети перегружены, что дети не успевают в течение всего дня выполнить все те задания, которые им прислали учителя. Наши учителя любят загружать учеников по полной программе. Стали писать дети ВКонтакте, что им не хватает общения, что им очень тяжело. И опять мы задумались, а что же... Нет, все-таки надо эту работу поменять. Так, работать 3 месяца до каникул летних – это очень тяжело. Мы и сами, в общем-то, перегружаемся, и детей наших перегружаем. Поэтому опять пришли на помощь учителя информатики. Они на себе проверили несколько платформ, и потом мы обсуждали. Это у нас было совещание на ProofMe, и мы пробовали и обсуждали разные платформы. Но вот ProofMe мы сразу как-то не стали рассматривать, потому что, во-первых, это платный ресурс, во-вторых, нужна регистрация на каждый урок, это очень неудобно, и мы даже не рассматривали. Поэтому у нас учителя разделились, часть учителей работали на Zoom и часть на Дискорде. Вот я сама почему-то выбрала Дискорд, наверное, Александр Сергеевич тут помог зарегистрироваться. И вот хотела бы рассказать вот именно, как я работала и организовывала уроки на Дискорде. Так, надо нажать на кнопочку. В общем, почему я еще раз рекламирую именно эту платформу? Потому что на тот момент это было самое удобное. Во-первых, регистрация достаточно легкая. Достаточно вот скачать по ссылке саму программу Discord. Между прочим, у учеников в большинстве она уже была.
То есть там только несколько учеников, например, из моих классов в ее программу эту скачивали. В основном все ученики уже на этой программе, на этой платформе, они сидели, у них все закачано, и достаточно только вот загрузить учителю. А мне еще к тому же в это время купили новый моноблок, и поэтому Александр Сергеевич организовал мое рабочее место достаточно хорошо. Мы загрузили Discord, и дальше... Так, нужно авторизироваться. Вот тут у меня как раз мой сервер, Тамара сервер. И я ссылку сразу отослала детям. Достаточно в группу сбросить, потому что в каждом классе у нас есть своя группа. В группу скидываешь, и дети все уже по ссылке этой прошли. И уже 10 минут, и можно начинать урок. В чем удобство? Что один раз ссылку прислал, и вот я уже 2-й год работаю. Буквально в первой четверти у нас опять 11 класс выходил на карантин на неделю. Я всю неделю вела уроки на Дискорде. В общем-то, это очень удобно. Уроки начинаются по расписанию. Дети знают, в какое время урок математики, потому что расписание, еще раз повторяю, у нас было активным. Дети уже готовы к работе на Дискорде. Подключаются, и я сразу всех вижу. То есть вижу детей, они здороваются, включают микрофон, мы сразу договариваемся, да, вот особенности Дискорда, что надо, чтобы микрофоны были выключены, потому что там фонит, поэтому дети включают микрофон, здороваются и выключают его. Я вижу, сколько человек на урок вышло, они сразу высвечиваются все, и кого нет, там идет, кто-то пишет, что ушел в больницу, кто-то пишет, что проблемы возникли, потом он пытается решить эти проблемы. Ну, в общем, всех мы видим, понимаем, сколько человек на уроке, и начинаем работать. Если это урок нового знания, в общем-то, ничем не отличается от урока в классе. Я веду голосовой чат, дети по мере необходимости, по моей просьбе, включают микрофон, комментируют то или иное задание. Работаем активно с учебником, вот тут как раз учебник вот уже начинают, потому что чаще всего в учебном процессе, у нас 2 учебника, например, по алгебре, как я говорю, красненькие и синенькие. Красненькие открываем, это теория. Вот как раз этот учебник некоторые дети 1-й раз открыли на дистанционном обучении, увидели, что он все-таки у нас есть, научились находить в этом учебнике необходимый материал теоретический, это тоже плюс такого образования. Научились находить правила, определения, формулы, и теперь они знают уже, где находятся эти формулы. Поэтому работа с учебником вот активизировалась как раз во время работы на Дискорде. А потом мы решаем точно так же, то есть дети включаются, я, например, говорю, Коля, включайся, комментируешь задачу такую-то. Коля включается, комментирует. Я вижу, уже кто-то включался, кто-то там, например, не согласен с решением. Я уже вижу, несколько человек хотят задать вопрос. Кто-то не понял, просит повторить, как получили ту или иную там вывод. Поэтому это очень удобно. Вот, ну, практически ничем не отличается от урока в классе. Дети все работают, и плюсов огромное количество. До работы выхода на Discord, как бы всю эту работу дети сами делали. Они находили эту информацию, они ее обрабатывали, записывали конспекты уроков, учили эти формулы. Тут мы за 40 минут успеваем со всем классом обсудить все вопросы. В общении дети это очень быстро понимают. Все непонятные вопросы я тут же комментирую. У детей уже готовы конспекты, мы порешали задачи. И получается, что на домашние задания я могу даже практически не задавать каких-то там решений больших задач. Ну, может быть, 2-3 задачки и повторить еще раз формулы, еще раз прочитать дома, еще раз прочитать вечером конспект, и все. Дети вздохнули с облегчением, например, что за 2 урока математики в день они всю работу выполнили, и вечером у них уже вечер свободен. Активно работающие ребята на уроке, которые включают микрофон, там отвечают на вопросы, они сразу оцениваются, то есть оценка за урок тоже обеспечена. Поэтому, когда мы закончили 4-ю четверть в 10 классе, у нас даже троечников не было. Все дети стали хорошистами и отличниками, потому что работали активно на каждом уроке. Детям очень понравилась такая система. В принципе, когда мы перешли на карантин уже в 1-й четверти, целую неделю отработали, они говорят, да мы и согласны работать дальше. Потому что есть общение, это раз, есть результаты, это 2,
и потом, например, писать контрольные, самостоятельные и другие работы дома гораздо легче, можно воспользоваться справочным материалом, в отличие от урока, и оценка бывает, конечно, всегда выше. Но детей это хорошо мотивирует, и дети стараются. Для нашего лицея, в принципе, нет проблемы с дисциплиной. Но есть, конечно, дети, которых нужно контролировать, и родители в этом помощь оказывают. Поэтому Discord – это очень хорошая вещь. Ну и понятно, что весной мы у меня был 11 класс, и мы активно готовились к экзаменам. Тоже очень хорошо. Можно еще Александр Сергеевич, так? Где-то еще. Нет, не это. Это я приглашала там людей, создавал классы. А это все дальше, еще там где-то. Да. То есть вот при подготовке к ЕГЭ я как бы разделила две группы детей, где мы обсуждаем вопросы основной части, там базовые какие-то знания, и второй задание уже высокого уровня сложности, например, номер 18 задачи с параметрами вот здесь. Здесь, конечно, возникали некоторые сложности, потому что нужно... Ладно, мы обсуждаем в голосовом чате, да, как решается задача, но там очень много построений графиков сложных функций, которые дети, может быть, неправильно строят, потому что их не видят. И здесь, конечно, вот удобство Дискорда, что можно выкладывать, фотографируешь и выкладываешь и задания, и графики, что у тебя... То есть я параллельно работаю сама за своей тетрадью, и потом фотографирую. Но это, конечно, прошлый век, потому что это я не продвинутый пользователь. Например, Елена Ивановна пользовалась планшетом и справлялась с этой задачей более успешно. То есть планшет, если у учителя есть планшет, он сразу, то, что он пишет и рисует в планшете, сразу выводится на экран. Это тоже очень удобно. Создатели вот Дискорда, буквально когда началась вот эта работа весной, они очень здорово поработали со своей платформой. И когда в сентябре мы уже подключились на Discord, я увидела большие изменения. Очень много добавилось функций. Сейчас можно создавать много разных классов. Там есть специальные комнаты. Очень много вот в том, в чем надо еще разобраться. И я думаю, что коллеги, учителя, которые продвинуты в этом плане, им будет очень интересно работать на Дискорде во время карантинов, дистанционных обучений и так далее. Наверное, все. А вопросов нету? Вопросов нету. Всем все понятно. Звука нет. Видео со звуком. Проверяли будет. Будет, да? Да. У нас Александр. Мою презентацию. Так, как вы договаривались со временем, если сетей в семье несколько, компьютер дома один? Нет, у нас же строгое расписание, все по расписанию. А некоторые дети с телефона выходили, между прочим. Да, на Discord многие дети выходили с телефона. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, подключившиеся к нашему сегодняшнему вебинару. Меня зовут Микушева Анастасия Александровна. Я замдиректора по воспитательной работе в технологическом лицее. Я вам сегодня расскажу о том, как мы создали воспитательно-познавательную среду, так скажем, в условиях дистанционного обучения, и попытались вывести наши мероприятия, то есть всю воспитательную программу реализовать дистанционно. Это было, конечно, интересно, очень сложно, непонятно, но я думаю, мы хорошо справились. Сейчас у нас, получается, ограничения до сих пор действуют, поэтому это нам помогло в том, что мы сейчас также, в принципе, пользуемся тем наработанным опытом, который у нас есть, и реализуем наши задумки, нашу программу и в этом учебном году. Итак,
Внеклассная работа во время дистанционного обучения, как и учеба, перешла в интернет, и на базе официальной группы ВКонтакте РДШ «Технологический лицей» были организованы различные виды и формы работы. Вот об этих формах и видах я сегодня расскажу, какими мы пользовались дополнительными платформами, как мы пытались организовать детей, когда мы их не видим, а мероприятие провести нужно, как мы взаимодействовали с ними в интернете. Первое, с чего мы начали, один из интересных таких форматов, это были флешмобы и челленджи. Только почему-то у меня здесь не вижу. Тут несколько должно быть на одном слайде. Почему-то он только последнее показывает. Почему так? Не воспроизводится, да? Ну ладно, хорошо. В общем, на слайде вы сейчас видите челлендж «Читаем дома». Мы совместно, это вот для примера, да, мы совместно с учителями литературы договорились, что ребята читают также книги и хотят поделиться, например, своими впечатлениями с одноклассниками, с учителями. И для этого мы создали такой челлендж «Книжная полка». Также на странице ВКонтакте мы собрали их любимые книги, обзоры на эти книги опубликовали, и все могли также ознакомиться. Также у нас были, допустим, флешмобы такие, как спорт дома, то есть ребята присылали видео, как они занимаются спортом, как их родители занимаются спортом, мы потом это все компоновали в видео, выкладывали на нашем сайте. Какие у нас там еще были челленджи? Мы в галерею Третьяковскую тоже ходили с ними в виртуальную экскурсию. В общем, дети сами говорили о своих интересах, да, чем они занимаются дома, а потом мы выкладывали это на странице, да, ВКонтакте. Вот. Следующее – это у нас День Победы. Это важная дата в любом образовательном учреждении. Вокруг него тоже в конце года, да, строится какое-то количество мероприятий. И мы понимали, что год юбилейный, и уже в декабре-январе запланировали интересную акцию, которая называлась «75 страниц памяти». Мы с ребятами договорились, что мы соберем их, что они напишут сочинение о своих прадедах, которые служили в годы Великой Отечественной войны, о тех, кто служил в тылу, да, труженики тыла и так далее, о том, как они пережили эти годы, может быть, их там дедушки, мамы, папы по воспоминаниям что-то восстановят, да, и действительно у нас собралось огромное количество сочинений, практически все ребята приняли участие, у нас на тот момент 158 человек училось, да, практически все приняли участие, и вдруг наступил карантин, и нужно с этим что-то делать, потому что это огромный труд. Ребята исследовали историю своей семьи, собрали материал, собрали фотографии, и было принято решение эту акцию перенести, опять же, ВКонтакте, и мы ежедневно с апреля по май, даже, наверное, больше, с марта по май, мы публиковали по 3-4 сочинения в день, с которыми могли все ознакомиться, прочитать. Было огромное количество хвалебных отзывов, и это действительно никого не оставило равнодушным. Из этой же акции вылилась следующая акция, которую мы назвали «Стена памяти». Было очень много фотографий, которые мы собрали, получилось 70 фотографий ветеранов войны из архивов учеников и учителей. Мы организовали такую стену памяти. Данная акция стала некой альтернативой тому же бессмертному полку, который, к сожалению, в этом году, да, мы не могли принимать участие, но о своих ветеранах очень хотелось рассказать, поделиться.
И такая, мы оформили, да, вот если видите на слайде, мы все оформили в общем таком стиле, так скажем. И опять же, да, это вызвало огромную реакцию и благодарностей, да, что мы вспомнили тех, кто приближал победу. Опять же, из этой же акции вылилось следующий проект. Наши ученицы Михеева Анна и Краскина Дарья создали на основе воспоминаний о войне анимационный фильм. Они вместе с учителем литературы выбрали самые интересные сочинения, озвучили их и создали анимацию. То есть это был какой-то такой огромный проект. Если мой здесь... Давайте посмотрим его хотя бы отрывочек, потому что я считаю, что это, конечно, нужно показать. Да, вот она. Поворачиваю. Слышу что-то, аж земля дрожит. Это щебетание новых птиц. Железных. Тут вдруг, все как по команде, в землю женщина руками голову накрыла, серп рядом бросила и молится. И вот уже ночь. Она бежит домой, встала тихонько у двери, лежат 3 карапуза. Младшие, года еще нет, лежат, сопят своими крохотными носиками. Слеза прокатилась по истощенной щеке и упала. Суворова Евдокия Ивановна родилась в 1922 году в селе Куратово и является мне двоюродной прабабушкой. В 1942 году, несмотря на то, что ее не хотели отпускать, она сбежала на фронт вслед за отцом, оставив свою младшую сестру в поле. Когда же мать Евдокии не нашла ее дома, она спохватилась, но было уже поздно. Матери сообщили, что ее старшая дочь призвана на фронт добровольцем. Евдокия служила в снайперском полку. На войне Евдокия Ивановна получила звание ефрейтора, также 17 орденов и медалей за боевые заслуги, о которых знали только самые близкие люди. А о том, что они есть, многие узнали уже после ее смерти. Она дошла до Берлина и была демобилизована в июле 1945 года. Так, в общем, слышно, да, меня? Там в этом мультипликационном проекте собраны несколько историй. Вот мы одну из них посмотрели, да, то есть это нашло тоже отзыв у тех, кто посмотрел это видео. Вот. Также нам понравился формат видеоконцертов. Тоже я сегодня его не буду показывать, потому что наши видеоконцерты составляют там полтора часа. Но вот, например, на 9 мая видеоконцерт позволил ребятам, родителям, учителям записать творческие номера прямо дома, прислать их в инициативной группе, которая смонтировала уже конечный результат. Номера между собой мы связывали подборкой документальных кадров военной поры. Вот. И уже 9 мая мы выложили концерт в группе. Опять же, и родители, и дети, и учителя все посмотрели. Самое интересное, что огромная, так скажем, активность была от выпускников. Потому что выпускники очень любят приходить к нам в лицей на мероприятия, всегда посещают с огромным удовольствием, так как вспоминают лицейские годы с теплотой и нежностью, а тут мы, к сожалению, были вынуждены все друг от друга отдалиться, и им очень было приятно, что мы не растерялись, и наши мероприятия традиционные все-таки проводим хоть и дистанционным образом, но тем не менее. Интересный был у нас, как прошло мероприятие традиционное, которое называется «Выборы президента». Каждый год мы выбираем президента лицея среди учащихся. Опять, вот что-то, к сожалению, не показывает презентация. Но ребята, каждый желающий из любого класса мог подать заявку на участие в выборах.
прописывал свою предвыборную кампанию, заполнял анкету участника, создавались ребятами баннеры, агитационные листовки, все они выкладывались, опять же, в группе ВКонтакте, на их личных страницах. Также был день тишины перед выборами, когда нельзя было агитировать. Вот. Но самым интересным стало мероприятие «Дебаты». Дело в том, что ВКонтакте можно вести прямые эфиры прямо со страниц публичных своих. Мы подключили при помощи Дискорда конференцию, да, чтобы, вот, как вы видите на экране, чтобы несколько человек могли участвовать. И был ведущий в моем лице, то есть задавались вопросы, ребята на них отвечали. Вопросы были подготовлены заранее. То есть присылались, так скажем, теми, кто будет голосовать, учителями, учениками. Вот. А затем при голосовании использовались Google формы. Каждому ученику раздавались индивидуальные коды, чтобы голоса не повторялись, и при помощи них уже каждый делал свой выбор. Так, ну и расскажу о том, как у нас был организован летний досуг. Было принято решение при помощи малозатратных форм работы также работать летом с детьми. Поэтому с 1 июня по 31 июля для лицеистов были организованы такие мероприятия. Ежедневно на странице ВКонтакте выкладывались задания для лицеистов. Выполняя их, ребята набирали очки для своего класса, и в конце мы подводили итог и были победители. Были разные виды заданий. Вот, например, давайте рассмотрим ту платформу, которую мы использовали. Это Kahoot. Я его, кстати, рекомендую не только для какой-то внеурочной деятельности, внеклассной работы и так далее, но и, кстати, и по предметам тоже. Я учителем русского литературы являюсь, поэтому тоже использую и на своих предметах данный сайт. Обычно проходите регистрацию на сайте Kahoot. К сожалению, там интерфейс на английском языке, но если у вас есть встроенный Google переводчик, он спокойно вам все переведет. Достаточно прост в пользовании. Значит, что можно на этом сайте создать? Любую викторину, опрос, тест, марафон знаний. Изначально принцип работы был такой, что учитель выводит при помощи сайта на экран какую-то викторину, дети заходят со своих мобильных телефонов тоже на этот сайт, вводят там, пин-код некий, там пишут свое имя, и там за 30 секунд должны ответить на вопросы. Например, на каждый вопрос там 20 секунд или 30 секунд, смотря от сложности, как учитель также в настройках, поставит, отвечают на вопросы, и тут же, вот как у вас на слайде видите, выдается рейтинговая таблица, кто больше всех набрал. Можно играть командами, можно играть индивидуально, когда пришла к нам пандемия, разработчики сайта, большие молодцы, открыли возможность дистанционно также использовать этот ресурс. То есть учитель создает викторину, затем кидает ссылку ребятам куда-нибудь, они по этой ссылке проходят, пишут свою фамилию, класс, например, как вот вы здесь видите, отвечают на вопросы. И очень это интересно ребятам для использования. Так, у меня, кстати, как-то я давала мастер-класс именно по этому сайту, поэтому, если что, обращайтесь, могу еще по нему отдельно проконсультировать. Еще интересный сайт мы нашли. Он называется lichess.org. Сайт, чьей основной функцией является игра в шахматы онлайн. Это, мне кажется, подойдет для тех школ, которые сейчас реализуют программу «Шахматы в школе». Тоже можно создавать игры и контролировать время, турниры какие-то создавать. Так, следующий сайт learningapps.org. Тоже, к сожалению, вот почему-то у меня на слайде так выходит. Можно
тоже хорошая платформа для поддержки процесса преподавания, и также вот мы задания такие выкладывали. Можно создать различные интерактивные модули, кроссворд, найди слово, всякие различные задания. Мы и по химии делали, и по литературе. Также учитель регистрируется, создает задание, тоже очень прост в освоении. Затем кидает ссылку детям, дети проходят, скидывают свои результаты учителю, или вот как мне они скидывали. Вот, и тоже можно также ребенка занять какое-то время. Ну и, конечно, наши любимые Google формы, как же без них, чем они хороши, что они могут быть как и опросником обычным, да, то есть как анкетой, могут и быть использованы как для теста, проведения теста какого-нибудь. Вот мы, например, проводили в Google формах профилактические мероприятия о том, я знаю свои права, например, безопасность на природе и так далее. Вот. Сервис имеет много тонких настроек, вопросы могут содержать от текстовых полей до чекбеков, можно прилагать фотографии, картинки, достаточно тоже просто освоение и детям и взрослым. Так. Следующее, что мы также проводили на нашей странице ВКонтакте, это были мастер-классы. Видео или пошаговые инструкции с иллюстрациями выкладывались на стене сообщества. Ребята могли поучаствовать в мастер-классе по плетению, фенечек, рисованию, изготовлению мыла и так далее. И делясь своими фотографиями в комментариях, они выкладывали свои результаты, набирали баллы в зачет и, в принципе, также проводили свой досуг. Ну и при просмотре различных видеоконтентов, например, были подобраны фильмы также учителями, и которые, так скажем, были познавательными для детей, но в то же время интересными, да, то есть иногда на уроке хочется поделиться каким-то видео, но нет времени его посмотреть, а тут, пожалуйста, также экскурсии, видеоэкскурсии различные, мультипликации, фильмы. Это хороший источник досуговой деятельности, это отвечает возрастным особенностям, а также настраивает на обратную связь. Вот, как вы видите, в комментариях ребята пишут, что им понравилось в этом фильме, могут поставить лайки, поделиться с друзьями, может быть, даже поспорить, какие моменты были наиболее интересны, какие нет. Вот. Ну и что же у нас происходит сейчас? Как мы вроде вышли на учебу, но не полностью, потому что классом пересекаться нельзя. Как же устроить свои мероприятия, как же провести мероприятия? Мы поступаем следующим образом. Одному какому-то классному коллективу дается задание провести мероприятие в актовом зале. Да? Для этого ставится камера, микрофоны, компьютеры, и мы начинаем стрим. Ведем его в прямом эфире, в то время как остальные классы находятся в своих кабинетах и через YouTube, да? YouTube, на YouTube мы транслируем, ведем трансляцию. Благо, интернет нам позволяет. С одной стороны, классы готовят тоже какие-то видеооткрытки, например, или видеовыступления, а с другой стороны, вроде как и мероприятие проведено, и все в этом участвуют и могут посмотреть друг на друга, как говорится. Конечно, это такая альтернатива живому общению, потому что уже хочется поскорее, чтобы в обычном режиме мы собрались все вместе, но детям тоже это нравится, они с охотой принимают участие.
Что же можем сказать в конце? Какие мы задачи решаем? Во-первых, удовлетворение познавательного интереса, а также актуализация, наверное, да, каких-то их знаний уже. Воспитательный процесс, обязательно социализация, коммуникация с учителями, сверстниками, профилактика противоправного поведения. Ну и, конечно, досуг. Да, наша главная задача была на карантине, например, как можно дольше удержать детей дома, чтобы они не находились без присмотра, потому как в учебное время раньше они находились в школе, а потом шли домой. Сейчас же они пытались куда-то все время сбежать, так скажем, из дома, потому что гулять, когда не пускают и просят соблюдать самоизоляцию, вот, еще больше гулять хочется. Поэтому вот такие вот задачи мы решали, в принципе, этим. Так, вопросы, если есть какие-то. Из плюсов трансляции мероприятий могу отметить, что раньше я не на всех из них могла присутствовать. Это, наверное, родители делятся, да, своими впечатлениями. Да, действительно, раньше есть и плюсы. Я тоже так считаю, что во всем нужно искать плюсы, а не только минусы. В общем, спасибо вам большое. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Вот таким образом мы организовали воспитательную работу в нашем лицее и будем организовывать ее и далее. Вопросов нет. Спасибо. Ну, мы завершили наше выступление. Я надеюсь, что та информация, которую сообщили наши педагоги, она вас заинтересовала, она была вам полезна. Может быть, вы узнали что-то новое или для себя что-то отметили. Мы только начали реализовывать проект, ему всего лишь 4 месяца. У нас предстоит следующее полугодие, в принципе, почти весь 2021 год. Мы надеемся, что коронавирус нам не помешает в дальнейшей работе, и мы сделаем еще больше. И мы встретимся уже с вами по итогам нашего проекта, и мы расскажем, чего мы добились, как мы добились и какие результаты уже получены. До новых встреч. Большое спасибо за участие. До свидания.